Так, что происходит? Эскалатор там углубляет, чтобы максимально отсюда вода могла выйти вот в предполагаемых местах. Вот, смотрите, видите, такие. Вот там еще одно такое место. То есть вся вода, которая вот здесь вот осталась, чтобы она максимально отсюда ушла. То есть вот уровень, видите, да? Сколько мы вот это вот русло повернули в ту сторону через шлюзы. И сейчас вот, чтобы вода ушла отсюда вся, эскалатор максимально прокапает, чтобы максимально вода ушла. Вот обратите внимание. Вот видите, вот, где люди собираются, где возможно. Видите? Вот. И вот эти вот места. Вот они. Ассаламу алейкум. 6-й день поисков. Значит, смотрите, какое обращение, просьба. По реке уже сотни раз прошли сотни, тысячи человек. Уже много об этом говорили. Просто посмотри, насколько вот течение, смотрите, как высоко вода шла. В то время до 2 метров выше была, чем уровень сейчас. Ребенка могло от места, где он попал в воду, его могло протащить даже в бессознательном состоянии 2, 3, 4 километра ниже по течению, мог в себя прийти. Есть пологие такие места, где он мог выйти просто, может там кислородное голодание, может быть, не зная, куда идти, заблудиться. Посмотрите, какие заросли. МЧС, дроны, они все облетали там свыше километров вправо, влево. Ребенок, если примерно вышел, он мог идти даже до 5 километров и в правую сторону, также и в левую сторону. Нужно сейчас собраться всем. Конечно, часть наблюдать за рекой, но максимально цепью проходить, потому что есть такие места, вот мы сейчас ходим, есть ямы, какие-то непонятные, заброшенные какие-то места, вот по ним нужно пройти максимально. 6-й день. Сейчас время 16:47 дня, 19 июня. Альхамдулилля, у нас получилось вызвать трактор гусеничный. Говорили, что тут проводились работы, но все равно тут есть огромное количество мест, где очень тяжело достать, и тут очень долго нужно работать. Иншаллах, есть большие надежды на это место. Чуть скоро, возможно, будут хорошие новости, но это не точно. На минуточку, полностью все люди, которые находятся, сами собрали оборудование, все подготовили, никаких специальных служб нету. Вот смотрите. Просто посмотрите, как это парня трясет, замерз. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ajil farajahum wal an a'dha'ahum ajma'in. Allahu Akbar.
Очень печальная такая новость пришла с Ингушетии. Утонул мальчик наш, братишка, маленький юноша. Но как это произошло? Как это произошло? Это очень мужественный и храбрый поступок совершил этот мальчик, как настоящий мужчина, как настоящий взрослый мужчина. Я не знаю, как я бы поступил в этой ситуации, но этот мальчик сделал все правильно. Пусть Аллах воздаст ему благом, пусть Аллах обрадует его раем, и пусть Аллах даст сабр и иман родителям, близким, всем мусульманам. Тяжелая ситуация на самом деле, но я хочу подчеркнуть одно. Этот случай войдет в историю. Этот мальчик показал действительно хороший пример и хороший поступок, достойный поступок на сегодняшний день. И также отдельно хотелось бы поблагодарить и сказать, пусть Аллах воздаст вам благом, родителям, что воспитали настоящего мужчину, хотя он являлся юношей. Сегодня очень тяжело воспитать молодежь, мы сами понимаем, что есть телефоны, то есть тяжело сейчас это сделать. Но я хочу сказать родителям, что у вас получилось воспитать настоящего мужчину.
Аль-Эхтубойл, иншаллах, тело мальчика найдется, его похоронят достойно. И этот случай войдет в историю, иншаллах, нашего братишки Хизера. Пусть Аллах обрадует его раем. Это очень хороший пример для каждого человека на сегодня, его поступок. Мужской и достойный поступок. Не думая ни о чем, этот мальчик прыгнул и спас своего друга. Дал Елсмани Хаш Войло Хизер. Запомните вот это вот имя навсегда. Хизер. Этот маленький ингушский мальчик, несмотря на свой юный возраст, показал, что такое храброе сердце и показал, что такое мужество. Он, спасая другого, утонул сам. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. От Аллаха мы пришли, и к Нему наше возвращение. Клянусь Всевышним Аллахом, я хочу сказать родителям этого мальчика: вы воспитали настоящего героя. Вы воспитали настоящего мужчину, который является примером для нас всех. Я прошу Аллаха, чтобы Он собрал вас всех в высшей степени рая. У меня кажется, что у некоторых блогеров вот здесь просто нет ничего. Просто пустота. Этого парня зовут Хизер Дербишев. Этот маленький ингушский лев, который ценой своей жизни спас своего брата. Я не буду здесь делать склейки, субтитры. Это просто прямое видео. У меня обращение к вам. Вы, когда делаете видеоролик, вы не забывайте, что история не закончена. Его ищут. Не нашли ничего, его ищут. И давайте, пожалуйста, Аллаха попросим, чтобы история разрешилась лучшим образом. Мальчик нашелся. Вот как это нужно делать, понимаете? И как минимум пожелаем терпения его родителям. Вы, когда делаете видеоролик, не надо с ним прощаться. Его родители это могут увидеть. И особенный котел ждет тех людей, которые в конце своего видеоролика на эту тему пишут: подписывайтесь, ставьте комментарии и лайки. Вы чужую беду не надо превращать в свои просмотры. Вы... Korver var yavur. Korver yok, korver var. Çok az.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله.